Родился я в поселке Чиртым, Нижнеколымского района. Это самое северное и восточное это место, ну, граница с Чукоткой, это республики нашей. У меня отец, это такой известный косторез, Христофор Данилович Петров. У него псевдоним Абытай. Да, он так прям очень много работ делал. И вот я у него в основном это все азы косторезного дела, это вот его заслуга. Потому что там, ну, бивень мамонта там был очень, ну, в то время доступен, потому что вот прям вот Колыма обваливалась, вот это, проходила весной Колыма, и берега обваливались. И прям из земли вот эти кости торчали всякие, очень много там было. Прям, рога, там, копыта какие-то, даже носорога нашли. Вот эти бивни тоже вот кусками прямо лежали вот так спокойненько. Мы даже не, играли, просто не знали, что это такое. Прям дорогой материал такой. Ну вот так и вот пошло мое становление. Вот стал этим косторезом. Потом очень была большая, сильная связь с природой. Потому что там поселок очень маленький был на самом деле. Там, вот буквально там 20-30 метров выходишь из дома, и вот уже вам, пожалуйста, да, тундра, лес. Вот грибы собирайте, ягоды собирайте. Ну, потом я, значит, закончил школу, потом поступил вот тут вот в Намское педагогическое училище, отучился тут 3 года, потом уехал в Кострому на обучение тоже на ювелира. Это называется очень известное в то время такое училище было, Красносельское училище художественной обработки металла. И вот там я тоже 1,5 года учился. Ну, там по направлению учились, у нас там специальный такой ускоренный курс, как бы называется, был. Ну, на самом деле ножами я занимался там с самого детства, прям это, ну, как бы я родился на севере, там без ножа ну просто никуда. Вот это как бы вещь, которая самая должна быть вот у мальчика, у мужчины, вот, ну, у любого человека на севере должен быть предмет, которым он может ну, отстрогать, там, прочистить, защититься. Вещь, которая незаменима просто. Поэтому ну, конечно, кустарные ножи там делали из всяких железок, там, из гвоздей там начинали. Конечно, никакой ковки не было речи. Просто затачивали какие-то железки. Конечно, простой, грубый, но тем не менее это был нож. Вот. И вот с тех пор как-то вот начал заниматься. Ну, то есть, ну, любого мужчину, наверное, притягивает это холодное оружие, вот эти ножи, вот это все. Вот. Вещь, которая вот может действительно тебя защитить, либо помочь себе в чем-то. Поэтому да, вот с детства эти ножами я занимался. Как бы. Ну, потом сейчас вот, конечно, повзрослев, там уже, значит, уже, допустим, учился я, вот когда в Ухоме, там целые заводы были, там вот с этой стали прям работали мы. Очень много узнал про сталь, обработку ее, термообработку, потом вот, ну, вот, как ее обрабатывать, ковка вот была у нас там. Ну, вот с тех пор там уже более-менее профессионально начал заниматься этими вещами. Но это были 90-е годы, конечно, там так прям тоже для себя именно делал. А чтобы для людей на продажу, это уже, конечно, это вот ну, лет 10 где-то назад начал заниматься этими ножами. Познакомились как преподаватели, стали коллегами, поэтому мысли у нас одни. Это у нас объединяет искусство, влади. Меня художественный верхтех поламын, өйдүүн кини жаргын өйөкпүтүн надо ди. Кахан дотуп паппыт. Кахан бар бачча бардым дем баран, кахан келерин эппекке барын, хеп биондан надыр баппыт. Бардагана барар, келдагана келер. Оннотон уханабын жетагана он надо бунанда ден кини паппыт, жүрбеппит. Семья ден бир жегер олорохтак ден бардак ден өйдө билдекпит бе. Холор каз бидди ки бәтен багатынан токтак холор. Мен тугура оңорокпун багарар бе холом проекттардан жарыктанабын. Проектим холор келилек барылак болдагана Рома ханда туппат.
Олобур бар, оңор дир. Олиһин боллағана. Кеһи ханабыттын титиһиэхтээх ханабыттын оҥоруохтаах. Холо о жами бин кэргэним кыһырыа, мөҕүө, о жоҕом туоҕара диэм холобур оннук баайттара хыджыбаккана биэбитиэр условие тэриэхэтибит. Холобур мин наадалаах, меха наада болар омун жени көрө хаалар. Кинеха наадалаахпа мин жени көрөбүн диэбит курдук холобур. Ну, я вот достаточно давно этим ледяными скульптурами занимаюсь. Ну, там не только ледяные, там снеговые скульптуры. Очень много участвовал, да, в различных странах. Вот, в Финляндии, в Латвии, в Китае, один раз в Канаде был. Это вот китайский кубок города Харбина. Это международный конкурс ледяных скульптур. Обычно, когда приезжаем туда, там 3 конкурса. Это первый конкурс, это называется мультиблок. Это дают где-то 10 или 11 блоков, таких вот 1,5 высота, ширина 80 и метр, это ширина получается. Ага, вот. И из них 10 таких блоков, и для них скульптуру, значит, делать надо было. Там командная работа, там 3-4 человека обычно занимаются этим. Ну, мы обычно там напарником своим, с Ваней Румянцевым, туда ездили. Потом второй конкурс, это идет моноблок называется. Там всего лишь 2 дня дают. Но зато блок высота 2, по-моему, да, ширина тоже 2, толщина где-то 60 или 80. И из него надо вот, ну, что хотите. Только в объемах этого льда получается. И 2 дня всего лишь там. Ну, это самый, считается, престижный конкурс. Вот в Китае, вообще на мировом уровне, там в этом конкурсе участвовали очень много из разных стран. И последний конкурс – это снеговая скульптура. Ну, там, значит, искусственный прессованный снег. Вам дается куб 5 метров высоты, 5 метров ширины. И вот из этого снега надо вот что-то изваять такое. Значит. Ну, вот там мы достаточно успешно выступали. Занимали постоянно, вот сколько ездили, постоянно призовые места занимали. В Дархан-Уси мы выступали тоже. Ну, это по кузнечному делу. Вот несколько раз тоже за художественные ножи первые места получали. А вот этот бриллианты Якутии, это тоже конкурс в Якутске, тоже международный по ледяным скульптурам. Тоже первое место занимал. В основном я делаю вот, как бы, вот, рабочие ножи, но в основном есть много художественного исполнения. Это резная рукоятка, там, кость использую, бивень мамонта, вот, кожа рыбы. Ну, вот, допустим, вот сейчас у меня в руках это нож, это как бы вот такой вот рабочий нож 95Х18. Вот, рукоять сделана из удирхай, капа-корень. И тут больстер у меня из мельхиора, пропайка получается. И сажаю его тут на этот компаунд, на эпоксидную смолу, либо какие-то хорошие такие дорогие клеи. Ну, обычно украшаю больстер, тут ручная гравировочка у меня тут идет, либо как его, геометрический орнамент, либо вот такой вот растительный орнамент по мотивам, вот якутские мотивы получается, да. Ну, вот, значит, люблю вот на клинках оставлять вот такой вот следы ковки, более такие вот, как бы, визуально такие, ну, контрастные, допустим, вот черный цвет и блестящая, вот режущая кромка получается, да, она такая вот привлекательная. С этой стороны у меня дол получается, да, ну, вот, дол у меня очень большой такой, обычно я делаю. Ну, конечно, разные делаю долы. Бывают просто точеные долы. Бывает вот полностью здесь вот шлифованное, полированное. И вот тут тонкий такой длинный дол. Так, ну вот ножны изготавливаю из натуральной кожи. Там внутри находится вкладыш такой деревянный. Прошиваю обычно вручную. Это вот такой либо красной нитью, либо черной нитью. Как подвес использую вот такую вот сыромятную, вот дубленую такую кожу, плотную, крепкую, чтобы было надежно. И здесь вот ставлю, называется, как бы правка. При, допустим, вот интенсивном использовании этого ножа, тут иногда бывает заусенец, иногда бывает заминается. Ну, что угодно может случиться. Может там просто об металл, об камень ударить. И в итоге тут получается либо зазубрено, либо что-то такое, которое мешать будет вам
использовать его в полной мере. И вот при помощи вот этой вот правки, ну, она изготовлена из режущей стали, очень такая твердая сталь. И потихонечку вот так вот слегка царапая, ну, сильно много не надо, просто вот раз провели, два провели, и уже вот кромочка у вас будет более-менее такая способна к резанию. Специально вот делаю глубокий чтоб фиксация очень плотненькая была, чтобы нож не выпал, не потерялся. Рукоятку я обычно делаю вот чуть длиннее лезвия, но так как вот тут, допустим, вот в данный момент лезвие очень такое большое, почти 16 сантиметров, то и рукоять немножко короче получается тут. Ну, вот пропорции ножа должны быть такие, ну, как бы, если вот клинок короткий, соответственно, ручка должна быть длиннее. Если, наоборот, клинок большой, то, соответственно, ручка должна быть короче, чем клинок. Тогда он будет пропорционально более так хорошо выглядеть, ну и, кроме всего, удобнее будет. Родители мои очень любят книги. Мама очень прям имеет огромную библиотеку, там около больше 1000, наверное, книг у нее там. Ну вот я тоже как бы начал вот, немножко такой коллекцию имею книг. Ну, в основном это книги про искусство. Это вот из Китая книга. Значит, ну, это вот книга фотографий вот один из скульптур. Это очень известный фотохудожник их. Он делает вот эти вот такие вот фотографии. И вот они участникам вот этого международного конкурса каждому дарят вот такую книжку. Ну, кроме всего прочего, тут есть у меня каталоги, вот, где я участвую вот, в различных вот, конкурсах и вот фестивалях по косторезному делу. Вот это очень известный конкурс проходит в Салехарде, называется «Душа Севера». Вот моя скульптура, вот она, вот, называется тоже «Душа Севера», так и называется. Так, ну вот это мои работы там, которые тоже там принимали участие. Вот, ну вот работы я вот люблю делать по сказкам. Ну, допустим, эта сказка называется «Лиса и медведь». Северная сказка такая. Основа сюжет сказки такой. Значит, вот лиса и медведь дружили. Потом пришли люди, так называемые черноголовые, поперечноглазые. И вот лиса с медведем поспорили, что вот медведь говорит: я завтра, говорит, покушаю этих людей, а ты приходи, обедки доешь от них. А лиса говорит: ну хорошо, говорит. Утром пришла, а от медведя только череп остался. То есть люди сами его уже съели, и только череп остался. И вот я вот такая тема изобразил. Значит, лиса очень хитрая, ну, конечно, это стилизованная изображение, оно более такое очеловеченное, так скажем. Сидит на медвежьем черепе и курит трубочку, как бы так, ухмыляется при этом. То есть после этого как бы они уже не дружат. Вот так. Сюжетная композиция, работа из бивня мамонта, она достаточно давно была сделана тут. Называется «Ворон и писы». Это по сказке. Вот ворон, получается, наловил рыбу, идет довольный, веселый с рыбалки. И тут повстречались песцы и начали его хвалить, что он такой хороший рыбак. И вот один писец это стучит в барабан, а второй писец, он что делал? Он залез и начал воровать эту рыбу. Порвал мешок ножиком, и оттуда рыба вываливается. И, ну, ворон как бы знает, что эти песы его обманывают, но тем не менее он как бы спокоен, потому что, ну, этой рыбы много, и хватит и этим маленьким песам голодным, ну и себе останется. Поэтому он, как говорится, как очень спокоен и равнодушен к тому, что его как бы вот нехорошо с ним поступает. Ну вот в каждой работе должно быть на самом деле вот какая-то вот изюминка, какой-то смысл. Тогда они гораздо интереснее смотрятся и более такие глубже получается. Якутские сказки, северные сказки, очень большой материал на самом деле для вот, работы таких вот сюжетных композиций, либо вот небольших таких каких-то обобщенных вещей. Даже вот мои знакомые вот косторезы, которые вот в Центральной России работают, там, как вам повезло, говорят, у вас эпос есть, у вас есть сказки, у вас есть сюжеты,
А у нас, ну, как бы уже все это изжито, там все уже сделано. Ну, на самом деле, конечно, каждая культура имеет очень глубокие корни, и любое творчество, оно обязательно связано с культурой народа, с этими, с преданиями, очень сильно связано с корнями, откуда оно выросло. Только тогда оно будет такое глубокое, хорошее, цельные работы, ценные будут. Это как бы промысел какой-то Божий такой, вот, это искра, это не зависит от человека, вот, от просто желания человека. Ну, конечно, талант должен быть обязательно, умение, это мастерство, это обязательно. Но этого на самом деле мало, чтобы вот создавать какие-то вещи. Должно быть вдохновение. А вдохновение на самом деле формулировать очень сложно, что такое вдохновение, что это может быть. Но без вдохновения, без вот этого полета, без фантазии, без творчества, работа выйдет, конечно, красивая, но это будет сухо, это будет как-то так, поделка будет. Потому что вот есть такое понятие, вот, допустим, мастерство – это мастер. То есть он всю жизнь свою работал, что-то делал, и так научился делать, что прям вот лучше него никто не делает. А есть художники. Художники – это люди, которые благодаря вот этой своей фантазии, благодаря своему вот этому видению, ну, как бы переделывают мир, можно сказать. Они делают такие вещи, которых никогда не было. Мастер, допустим, он повторяет постоянно, а художник, он уже не может повторять, потому что это уже не художественная деятельность, не творческая деятельность, это просто мастерство. И вот в этом есть такая вот разница между художниками и мастерами на самом деле. Это моя первая работа. Ну, это вот как раз у нас тут проходил вот этот цех Аланхо в этом Намском Алусе. Моя работа, значит, это называется как бы «Богатырь с невестой». Это Ярмакова, это Нюнгурботур, и вот это якутский бог Тегей, лошадь. Получается. Вот такая как бы связь между этими тремя как бы, такими объектами. Ну, сама идея этого скамеечка, чтобы там люди посидели, побеседовали, пообщались и при этом как бы были ближе к природе, были ближе вот к нашему эпосу. Вот такая идея. Ну, молодому поколению хотел бы пожелать, чтобы они не забывали про корни свои, про старых мастеров Мандарус, вот Сарыл Белюкин, Бахаус, вот такие вот кузнецы, которые на самом деле, благодаря им вот этот бренд «Якутский нож» появился. Хотелось бы, чтобы они не просто вот так прям повторяли, но и двигались дальше, придумывали какие-то новые формы, чтобы это все дело развивалось. Были какие-то вот такие вот не просто кузнецы, а кузнецы-художники, там вот мастера, которые выходили на международный уровень, чтобы развивать вот этот наш якутский нож. Но его, конечно, сложно на самом деле развить, потому что якутский нож это ну как бы почти само совершенство, там не прибавить, не убавить. Он лаконичный, простой, форма очень простая на самом деле. Никаких там зазубров, никаких там этих кровосеков, каких-то изгибов таких сложных нету. Но тем не менее вот эта его вот простота, казалось бы, в этом заключается вот это его свойство.